Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какая радость войдет в ваш дом? Загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте посмотрим, что за радость идет в вашу жизнь, в ваш дом. Так, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Здесь не одна радость. Мои хорошие, отсыпка общая, имейте это в виду и ориентируйтесь на себя, на свою ситуацию. Самая первая радость, она связана с мужчиной. С мужчиной, от которого вы не ждете ничего хорошего. Либо вы с ним поругались конкретно, либо вы в нем разочаровались, либо, в принципе, у вас общения с ним нет. И при этом он не проявляет никакой активности, никакой инициативы на то, чтобы отношения между вами наладить. Смотрите, этот мужчина вас как-то необычно и порадует, и удивит, и станет, не знаю, источником вашей какой-то безумной радости, какого-то прям счастья, ощущение счастья мне прям идет. Знаете, когда вот бабочки в животе, когда хочется петь, когда такие мурашки по коже бегают, но что-то прям совсем-совсем приятное идет. Он что-то готовит в моменте здесь и сейчас. Знаете, как будто бы мы за ним сейчас подсматриваем. Он к чему-то готовится, какое-то либо триумфальное появление, либо какой-то подарок, либо какое-то прям сногсшибательное приглашение, предложение. Вот прям готовится человек, основательно готовится. У него все мысли о вас, и все его дороги ведут к вам ваш дом. То есть мужчина появится в загаданный вами срок с такой помпой, с таким праздником, с таким, не знаю, фейерверком он идет. И вы прям глазам своим не поверите. Вам будет все время хотеться, чтобы вас кто-то ущипнул. Да? Будет сложно поверить, что он так себя ведет. Да? Либо такие поступки, либо такие предложения, такие слова вам говорит. Ну, удивит так удивит, порадует так порадует. И все это будет происходить вот именно в вашем доме. Вот там, где вы сейчас находитесь, проживаете, вот там все эти действия, события будут происходить. От него он источник радости, он источник вашего удовольствия, он источник вашего счастья. Мужчина, с кем у вас сейчас, ну прям совсем либо тишина, либо жуткая напряженка находится. Следующий момент. Человек на букву А. От этого человека идет помощь. Причем помощь, ну не просто там, да, что-то для вас сделал, а человек даже на себя что-то может ваше взять, какую-то вашу ситуацию, обязательство, проблему, и ее решить целиком и полностью, без вашего участия. То есть берет на себя ответственность и осуществляет какие-то действия. Возможно, вы еще не знаете этого человека, либо еще не поняли, о ком я говорю. Но вот либо его зовут на букву А, либо фамилия на букву А, либо должность, которую он занимает, на букву А. Даже так может отыграться. Прям очень классно вас выручит этот человек. И давно для вас никто ничего такого не делал. Тут именно действие идет. Что-то ваше он выполняет, либо делает за вас. Да, прям очень приятно вам будет. Опять же, вы с этим человеком будете то ли по телефону договариваться, то ли... Да, когда этот человек выполнит, он вам, опять же, так, телефоном в каком-то либо режиме, либо сообщение отправит, и вас это все застанет дома. То есть вы прям будете сама не своя от радости, что да, человек все это сделал настолько быстро, настолько классно, настолько эффективно. Прям давно вас никто так не радовал, да, для вас никто ничего такого прям сногсшибательного не делал. Особенно если касается каких-то проблем. Да, ваши проблемы никто на себя не брал. Вы чужие, да, а вот ваши, чтобы кто-то брал и решал, такого давно не было. Либо в принципе никогда не было. А вот этот человек прям сделает.
Сделает, причем не ради благодарности, не ради какой-то, не знаю, оплаты, просто вот чисто по-человечески. Да, возьмет и сделает. Так, еще один очень важный момент. Момент касается какого-то застоя. Застоя в делах. Застой в делах, проблемы с деньгами. Также могут быть какие-то, ну не только, например, у вас, да, например, у вашего партнера, либо там у детей какие-то проблемы. Опять же, это все касается денег, работы. Такое вот состояние пустоты. Пустоты, и ничем нельзя эту пустоту заполнить. Либо вы пытаетесь заполнять, а оно вот как в бездонную дочку, там, бочку, эти монетки ныряют, и их не видно. Да, вот прям тяжелое такое состояние, положение дел. Здесь радость идет в том, что вы либо какую-то хорошую сделку заключите. Да, сделка ведь может быть не только про бизнес. Там, может быть, вы что-то выгодно продадите, либо вы с кем-то договоритесь, например, на какую-то подработку, либо ваш близкий человек, да, устроится на хорошую работу. То есть здесь вот появляется как будто бы новый какой-то источник, причем он такой молодой, сильный источник финансовых вливаний в ваш дом, в ваш карман, в ваш кошелек. То есть вот выходите из этой пустоты, выходите из этого застоя, как разбавляете этот застой вот этим новым, таким сильным, мощным источником. Я вам так скажу, этот источник, он будет со временем расти, увеличиваться, расширяться и достаточно такой мощный станет. Знаете, даже не просто источник, как фонтан будет бить. То есть именно в том, что начнет приносить вам прибыль в самое ближайшее время, вас ждет именно прорыв по финансам. Вас, либо вашего близкого человека. Но опять же, вы тоже вовлечены в эту ситуацию, и деньги к вам идут. То есть у вас тоже состояние, ваше благосостояние, оно улучшается. Так, здесь еще большая радость идет от того, что вы избавитесь от какой-то конкуренции. Конкуренты, конкурентки, какой-то конкретный человек, либо несколько людей. Опять же, это может быть и в личном, и на работе. Но вот прям вас преследовали, по пятам вашим ходили, по вашим следам ходили, а вы ничего не могли с этим сделать. Либо вы думали, что вы ничего не можете с этим сделать. Здесь какой-то отрыв, вы уходите в отрыв. То ли вы что-то такое придумаете, то ли вы уже что-то придумали и вы это сделаете. То есть ваши конкуренты будут заламывать себе локти, будут выть как звери, ну, до вас просто не добраться. Ну, до вас как до солнца, я не знаю, до луны. Вот такая идет ситуация. Как вы это сделаете, я не могу понять. Ну вот вы уходите в отрыв. Вам будут помогать небеса. Вот это точно. Небеса вот прям свыше, как рука вам протягивается. И вы уходите в этот отрыв. Да, свыше идет рука, вы за нее хватаетесь. И вы просто недосягаемы для ваших вот этих конкурентов и недоброжелателей. Либо конкретного человека, да, вы просто недосягаемы будете. Не смогут. Ну ничего, да, человек ничего не сможет с этим поделать. И как разводит руками, говорит, ну все, я пропал, да, либо я пропала, да, я проиграл. Даже не пропал, а проиграл. Ну и проиграл, и пропал. Ну туда тебе и дорога. Так, следующая радость идет от какой-то поездки. Поездка, и вот прекрасная звезда светит. У кого-то прям в поездке исполнится мечта, а у других отыграется, что из какой-то поездки вернется человек, который вот прям эту звезду вам привезет, да, исполнит ваше желание. А может быть, вы загадывали, да, желание, чтобы какой-то человек приехал, наконец-таки приехал. Но вот звезда, видите, такая огромная, красивая звезда. И вот человек в лодке. Человек в лодке идет. Опять же, да, к вам едет, либо в дом ваш едет. Вот это желание, мечта исполняется. Либо конкретно человек приехал, исполнилось, либо человек, даже зная о вашей мечте, желании, привозит вам то, чего вы так сильно хотели и желали. Может быть, даже какие-то хорошие новости. Так, следующий момент связан с какой-то обидой. У вас есть обида на какого-то конкретного человека, либо на каких-то конкретных людей. Мне почему-то кажется, что это какие-то родственники. Родственники, это, не знаю, соседи, может быть, там, друзья, приятели, да, вот кто-то вас обидел.
вы обиделись не на шутку. И вот эта болька, она как бы разъедала ваше сердце, а люди, они то ли не понимали, что они натворили, либо считали, что это все ок, так нормально, так можно. Смотрите, эти люди держат путь в ваш дом. Это случится прям в самый конец загаданного вами срока. Они идут для того, чтобы попросить прощения, искренне попросить прощения. Потому что, ну, во-первых, этим людям вас очень не хватает. Это первый момент. И второй момент – это осознание и прозрение. Да, наконец-таки люди, как говорится, дошло, что были неправы. То есть идут в ваш дом для того, чтобы попросить прощения. Вам будет очень приятно, вам будет и приятно, и радостно. Как бы там сильно вас не обидели, все равно вы готовы простить. Вы тоже нуждаетесь в этих людях, и когда эти люди придут просить прощения, вы сразу их простите. У вас такой задушевный разговор состоится, разговор, который не разочаровывает, а наоборот наполняет. То есть, возможно, даже вы там проговорите то, что раньше никогда не говорили, либо услышите очень хорошие, добрые слова, которых раньше не слышали в свой адрес, о том, что вы очень нужны, что без вас очень плохо, что люди без вас там, не знаю, мучились, страдали, да, там ночей не спали, все думали о том, что вас обидели и как это все было ужасно. Прям такой благотворный разговор у вас состоится. Так, еще радость. Радость от какого-то пакета. Я не могу понять, что это за пакет. Я не знаю, пакет, мешок, какая-то сумка. Что-то в ваш дом попадает. Попадает, ну, то ли от какого-то посыльного, то ли от почтальона, то ли кто-то вам принесет эту сумку, этот пакет. Может быть, там ничего особо ценного не будет, но, во-первых, будет приятно получить этот пакет, эту сумку. А во-вторых, она в себе несет какую-то заботу о вас. То есть люди, которые собирали эту сумку, либо этот пакет, они заботой это делали, да, вот прям продумали какие-то мелочи, да, что вам понадобится, что не понадобится. Похоже, конечно, на посылку от добрых родственников, но я не уверена, что это от родственников. Может быть, это какая-то помощь. Там помощь, которая оказывается там, от добрых, не знаю, там, меценатов, либо от, не знаю, вашего правительства, либо от каких-то спонсоров, не знаю. Ну, вот что-то с большой заботой, не могу сказать, что любовью, но вот забота именно. Забота как-то вот четко продуманная, и вы это получаете. И вы будете очень этому рады, очень довольны. Причем все, что там будет в этой коробке, оно все вам нужно. Либо вы знаете, как этим распорядиться, чтобы там зря не потратить. Ну, прям интересная ситуация. У кого-то прям впервые в жизни, да, когда вы получаете такого рода, не знаю, посылки, коробки, мешки, сумки с такой заботой, вот так четко вот все продумано, все так четко вот именно подобрано даже, да, не продумано, а подобрано под вас. И это будет очень приятно. Такая вот посылочка, такой вот кулечек, сумочка. А если родственники вам отправят, ну, знаете, что они прям действительно очень много об этом думали, хотели прям угодить вам, чтобы все вам пригодилось и чтобы все вы могли использовать. Вот почаще бы получать всем такие посылочки, такие коробочки, сумочки, и было бы много-много улыбок. Вот это событие, оно прям самое такое неожиданное идет, неожиданное и очень такое по-своему теплое, да? Потому что все-таки забота будет чувствоваться в каждом предмете, в каждой вещи, которую вы будете доставать из этой сумки, из этого мешка. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.